Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Национальный лидер туркменского народа посетил город Аркадак с рабочим визитом. В Туркменистане активно продвигается практика традиционной индийской медицины. Меджлис Туркменистана провел специальное заседание на межпарламентском уровне и другие новости. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в новый город Аркадак, где ознакомился с проектами второго этапа строительства и провел рабочее совещание с соответствующими руководителями. В ходе визита особое внимание было уделено проекту предприятия художественного ковроделия. Неделя культуры Туркменистана стартовала в городе Аркадак. По случаю открытия недели центром торжеств стал Государственный драматический театр имени Амана Гулмамедова, где собрались члены правительства, руководители и представители Министерства культуры и подведомственных организаций. В числе участников масштабной акции известные театральные артисты, эстрадные и народные исполнители, специалисты музейного и библиотечного дела, музыканты, художники, поэты и прозаики, творческие коллективы и популярные фольклорные этнографические группы со всех регионов страны. В Туркменистане активно продвигается оздоровительная практика традиционной индийской медицины. Так, студенты последних курсов Государственного медицинского университета Туркменистана изучают такие направления выздоровления, как здоровая реабилитация, спортивное восстановление и традиционная индийская медицина. В июле 2015 года был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Туркменистана и правительством Республики Индия о сотрудничестве в области йоги и традиционной медицины. В рамках такого сотрудничества в Ашхабаде при спорткомплексе Бахтиярлык был создан Центр йоги. При организации Меджлиса Туркменистана 22 июня в формате онлайн было проведено специальное заседание «Исторические и культурные ценности, объединяющие народы», посвященное 300-летию со дня рождения великого мыслителя и поэта Востока, основателя туркменской классической литературы Махтумкули Ифраги. Основная цель заседания – празднование на парламентском уровне 300-летия со дня рождения Махтумкули Ифраги, развитие дружественных отношений между братскими народами и расширение масштаба межпарламентского сотрудничества. Группа хирургов из Туркменистана изучает лучшую медицинскую практику и новейшие методы лечения в клинике Нюрнберга. Обмен опытом с немецкими коллегами продлится 6 недель. Клиника Нюрнберга – одна из лучших в области торакальной и общей хирургии в ФРГ и одна из крупнейших в Европе. Главный врач клиники профессор Маркус Динер и его команда знакомят гостей из Туркменистана с хирургической работой в клинике. Туркменские хирурги по возвращению домой намерены расширить лечение на поджелудочной железе и торакальных операциях. Уникальный участок истории, погребенный под пеплом и Пемзой в результате извержения Везувия в 1979 году нашей эры, теперь доступен для посетителей. Речь идет о пляже древнего римского города Геркуланум, который был заново открыт после масштабных реставрационных работ. В некоторых ресторанах датской столицы решили позаимствовать практику из футбола и начали выдавать посетителям желтые карточки. Желтая карточка служит предупреждением для тех, кто ведет себя неподобающе и нарушает правила поведения в общественном месте. Если же после получения горчичника клиент не меняет свое поведение, его могут попросить покинуть заведение. Курбан-Бердыев завершил работу на должности советника президента махачкалинского «Динамо» и возглавил команду азербайджанской премьер-лиги «Туран». 71-летний туркменский специалист Курбан-Бердыев был главным тренером махачкалинского «Динамо» с июля 2023 до февраля 2024 года. В апреле он стал советником Гаджиева. «Динамо» по итогам минувшего сезона первой лиги чемпионата России по футболу впервые в своей истории вышла РПЛ. 9 медалей завоевали спортсмены сборной Туркменистана на чемпионате Центральной Азии по традиционному карате, прошедшему в Алматы. Соревнования собрали около 300 каратистов из 5 стран, которые оспаривали титулы сильнейших в дисциплинах ката, демонстрация формальных упражнений и кумите, поединки в различных возрастных категориях. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.